Уважаемые зрители, представляю вам бойцов. И в синем углу Сергей Сенгеев. Возраст спортсмена 29 лет. Рост 191 сантиметр. Вес 93 килограмма. Чемпион мира по любительскому панкратиону. Профессиональный рекорд 2-2. Спортсмен из города Усолье-Сибирское, Иркутск. И его соперник в красном углу. Возраст спортсмена 39 лет. Рост 182 сантиметра. Вес 110 килограммов. Мастер спорта по боевому самбо Российской Федерации. Мастер спорта по ММА Киргизской Республики. Мастер спорта по вольной борьбе Киргизской Республики. Чемпион организации ВЭФ в тяжелом весе Киргизстан. Встречайте, Жилгабек Чомонов. Спортсмены на середину. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. После команды стоп не работать. Победитель лишь, удачи обоим, пожали руки. И не моргай. Серьезно выше Сергей, при этом шире Жилгабек. Да, важнейший поединок для Сергея Сенгейма, как ты, Леша, рассказывал, он ужасно просто кошмарным нокаутом проиграл Шаламаеву в последнем поединке. Сейчас для него очень важно реабилитироваться из психологической, в том числе, точки зрения. Да, Чумонов в забраске тяжеловеса, у него очень высокий уровень оппозиции. Оверхед здесь не прошел, начинает он рубить и справа, и слева. Разрозненная стойка при этом по-прежнему у Сергея. Сергей полутяж. Отступает. Кстати, серьезные проблемы у Сергея Сенгейма. Он отбивается, находясь у сетки. И не хватает ему скорости перемещений. Удается Жилгабеку Чомонову запирать Сергея Сенгейма у сетки. При этом Чомонов продемонстрировал очень высокую скорость для тяжеловеса на короткой дистанции, левой прямой мимо, боковой. Очень аккуратно поддавливает и прессингует здесь Чомонов. И пока что Сергею не удается, по большому счету, использовать на 100% эффективно свое преимущество в антропометрических показателях и в скорости на дальней дистанции. Все-таки достает Чомонов, несмотря на то, что проигрывает с точки зрения размаха. Хорошее попадание тут же на смещение. Он как раз начинает активно перемещаться Сергей Сенгейм. Убирается поближе. Чомонов заходит с апперкотом. Клинч, колено на выходе, мимо цели от Сергея. По-прежнему прессингует Чомонов. Необходимо Сергею все время следить за пространством у себя за спиной. И не позволяет сопернику запирать его, но нокаутирующий удар у Жилгабека, конечно же, присутствует. И он прицеливается постоянно. Правый апперкот, правый оверханд у него есть. И есть правый прямой. Донес его до цели, тут же назад. Заработала левая нога у Сергея Сенгейма. Был близок он к тому, чтобы нарушить правила, и извинился. Вторая минута заканчивается. Правый боковой на смещении. Сбавил обороты Жилгабек. В последнее время он шел на серии поражений. Но и там ребята были уровня Кирилла Корнилова. Необходимо немного выправлять ситуацию. Левый по корпусу от Сенгейма. Хороший темп, кстати говоря, для этой встречи. Лоу-кик Чомонова. На грани фола. Добивает Сергей Сенгейм. Все пока что в пределах правил. Пытается именно переиграть. Одиночный, в первую очередь, Сергей. Так, ужалил, вернулся. Но пространства было мало. Вновь, на сей раз буквально на несколько секунд Жилгабек запер Сергея у сетки. Постепенно падает темп этого поединка, 3 минуты позади. И Жилгабек как раз подобрал прям по ходу пьесы тактику.
он понял, что он может сокращать дистанцию и аккуратно выбрасывать 1-2 удара. Смотрите, сейчас выбросил и попал дальше, не вяжется в борьбе. На сайте снайпе ищет атаку Сингейм. Плотный лоу-кик от Жилгабека. 1,5 минуты. Ну что ж, разведка боем проведена в первом раунде. Это уж точно. Да, и силы потрачены, причем и Жилгабеком, и Сергеем. Какие-то эпизоды забрал боец из синего угла. Когда дело доходило до ближней дистанции, мощнее выглядел Чамонов. Но в целом пока что у нас конкурентный первый раунд. Да, и получается, что Жилгабек исчерпал свои финты. Цели выхода на правый сидишь, а вот здесь мидл-кик. Неожиданно была ответная атака от Сингейма. секунд. Оверхенд. И нет второго удара от Чамонова. Колено. Пошли вертушки. Но попробуй, пойди пробей эту печень. Но такое ощущение, что Сергей был скован в начале этого боя. Сейчас он начинает нам демонстрировать гораздо больше технических элементов. Да, отличный эпизод от Сергея Сингейма. Держу, он берет паузу. Справа налево перекладывает. Да, он понял, что Чамонов замедлился. Сергей в целом видит его удары. Ему удавалось уже ближе. Смотрим. Начинает вновь на массе двигаться вперед. Жилгабек Чамонов. Пушечный удар справа, мимо цели от Жилгабека. Аккуратно работает Сергей. И вот она, левая нога. Есть. И левый прямой. На хорошую скорость демонстрирует Сергей Сингейм, и он тактику не меняет. Он изначально собирался двигаться назад и попадать по одному-два удара, сохраняя удобную дистанцию. Но в первом отрезке это работало не всегда. Попал пару раз Жилгабек. Ох, вот сейчас мощнейший левый прямой в разрез. И шел перекрывшись. После этого эпизода Сергей Сингейм. Смотрите на левый глаз Чамонова, там есть определенные проблемы. И это следствие выходов со смещением Сергея Сингейма. Еще раз. Апперкот зашел. Очень точечно попадает Сергей Сингейм. Борьба в стойке. Да, когда дело доходит до клинча, Сергей пользуется преимуществом в росте, подключает колени и в этих эпизодах тоже имеет успех. 1,5 минуты позади во втором раунде. Нет, шею прибрать не получил. И вот здесь на ближней дистанции были неплохие шансы у Чамонова поразить соперника, но не вышло. Грамотно защищался Сингейм. Был лоу-кик. На самом деле довольно душно в зале, и функциональная подготовка имеет ключевое значение. А геймплан Сингейма базируется на скорости, на перемещениях. Там Капа вылетел, но все в порядке. Да, и побежал вперед. Жилгабек почувствовал кровь, воспринял вот эти движения Сергея как признак того, что Сингейм потрясенный, и попытался выбросить максимально мощные удары, чтобы довести дело до конца. Здорово левой ногой отвечает Сергей, но тут же целая порция ударов от Чамонова. Он уже начал работать на морально-волевых качествах. Здорово. Да, одиночным, левым прямым попадает Сергей Сингейм. Это признак того, что очень сильно устал. Вот я на протяжении полутора раундов мне все время хочется крикнуть Сергею: но как же левые мидл-кики? Это же классика. И левши в область печени по более низкому сопернику. Атака Жилгабека. Но здесь было все по защите и вскользь. Тем не менее, Чамонов постоянно напирает. Хорошие джебы у Сергея Сингейма.
в целом получше у Шенгейма, но он тоже хватает воздух ртом. Здорово просели бойцы левой прямой. Попадать. Вообще по очкам должен выигрывать Шенгейм. Но какой тоннаж ударов у Чапонова. И посмотрите на лицо Жилгабека. Там уже живого места практически нет. Сильное кровотечение из носа. Но продолжает Чапонов идти вперед на характере. Вновь удар справа со смещением. Вот эти те самые удары, которые превратили в кровавую маску лицо Жилгабека. Но, как и подобает танку, Чамонов продолжает идти вперед неумолимо, надвигаясь на Сергея Сенгейма. Минута до конца боя. Лоу-кик. Да, конечно, когда ты бьешь, попадаешь, а соперник не падает, это давит психологически, но и не будем забывать, что это абсолютная весовая категория. Меньше минуты в этом поединке. Очередной джеб от Сенгейма. Добавляет по корпусу. Сергей Харитонов поднялся и подошел уже к клетке. Вылетает капа у Жилгабека, и остается буквально несколько секунд до окончания второго раунда. Левой на скачке не получается. Что будет еще одна атака от Чамонова. Последние мгновения. Мидл-кик от Жилгабека. На самом деле для тяжеловеса отличную скорость демонстрировал Чамонов. И все. Раздельным решением судей Вновь раздельное решение. одержал Сергей Сенгейм. Сергей Сенгейм.